У меня был инсульт, очень тяжелый был, я ни кушать не могла, ни пить не могла. Меня на тележке возили, домой меня на тележке привезли. Я когда к вам пришла, вот здешние люди все видели, как я не шла, я ползла. Думаю, в жизни никогда не подымусь. Я где только не была, чтобы вылечить свою ногу. Вот сегодня третий день, иду, и вы знаете, вот этот путь, который мне показался таким длинным, этот путь мне показался уже не длинным, да. И вот я иду, вот нормально иду. Это вот чудо природы. Да. Могу у вас тут жить, хоть год, извините. Құрметті YouTube каналының көрермендері, бүгін бізде ерекше қонақ. Біз орысша сөйлеуге қазір мәжбүрміз, өйткені у нас в гостях Роза. Можно просто Роза, да? Да, конечно, конечно. У нас у корейцев еще отчества нет. Отчества нет? Роза, мен корейский достарым бар, таныстарым бар. Я дружу с корейцами, я знаю многие традиции. Вот такая традиция мне нравится. Корейцы, оказывается, справляют только 60-летие. Да. Но справляет не сам, а дети. Да. Если ты хороший сын, хорошая дочь, ты должен обязательно умри, но 60 лет родителям должен справить. Есть такой обычай, да? Есть. Это обычай, знаете, очень страшный в корне своем. Почему? Потому что Корея очень маленькая страна, и в основном все скалы. Видите, у вас какие чудесные горы, трава, красота. У нас же там скалы все каменные. Там пропитаться, тем более трудно, климат хороший, дети не умирают. Вот вы представляете, старики, дома, значит, дедушка один, у нас, как говорят, дедушка молодой, дедушка средний, дедушка старый. Но у нас немножко культ предков, поэтому молятся своим дедушкам. Его, значит, посадят на божок, как божок, да, и работать не заставляют. В день вот так кланяются, кушать подадут и задом выходят. Даже перед им. Задом нельзя повернуться, так уважают. Ну, у нас тоже, как казахи тоже. Нельзя Тем задом не менее, да, вы поворачиваться. представляете, как это страшно, когда дедушек много, а кормить надо, а земли мало. Почему все корейцы расселились, и вот я перед вами сижу, элементарно, да? И поэтому в 60 лет раньше делали хангаби, у нас говорят, хангаби, это юбилей. И, значит, если ты не уважаешь своих детей, если ты их плохо растишь, если ты их не женил, если ты их ничего им не дал, они могут не делать хангаби своим родителям, потому что как бы это... Не воспитал хорошо. Да, это признак уважения. Но этот обычай страшный. Почему? Потому что в 60 лет накрывали стол. Ну, опять же, если ты детям свадьбу не сделал, дети тебе не обязаны делать этот хангаби. Но если все нормально, это было очень давно, так же, как вот Расул Гамзатов пишет же, на Кавказе. На Кавказе тоже ведь горы, и тоже земли мало. Этот обычай все идет от этого. И вот когда сделают этот хангаби, на другой день сын брал вот такой, знаете, носилки есть, посадит дедушку и понес его в горы, в скалистые горы, и там его оставлял. И возвращался назад. Это было очень, но этот обычай сохранился. У японцев тоже подобное было, я слышал. Да, это там, где земли очень мало. Очень мало, выживать трудно было, да? Детей, или, тут вопрос, или детей выкормить, или один дедушка, второй, третий, мог этот дедушка 100 с лишним прожить. А как всех прокормить? Тем более у корейцев обычай, сам не кушай, детей не корми, дедушке надо, самое лучшее. Одну курицу сварят, отнесут дедушке, накроют ему стол. Вот представляете, какой выбор был жестокий, да? Әр елдің салты басқа, иті қарағасқа дейді. Что интересно, вот, я думал, вы пришли с кем-то, кто вас будет переводить. Она вообще абсолютно по-казахски очень слабо понимает, но говорит, я все понимаю. Я вас понимаю чутьем, понимаете, вы иногда какое-то слово... Сердцем, да? Да, вы вот расскажете там иммунитет, там, я уже знаю, про чем вы говорите. Но видео там же много на русском, я беру 90%, то есть почти 100% на русском, приходится его на казахский язык, на бытовой, на понятный язык я переводить. Да вы гений, я вам сразу скажу, что вы гений. И это я говорю не потому, что там что-то я хочу там вам приятно сделать. Вы гений, вы очень редкого таланта человек. И, конечно, вы, я знаю, прекрасно по-русски говорите. И если бы вы говорили по-русски, вы бы были как бизнесмен, например, да, очень большие деньги бы к вам пошли бы. Огромные. Но вы видите, вы патриот. Это очень прекрасно, что вы патриот. Вы хотите, чтобы ваши ваши люди осознанно шли бы на оздоровление нации. Правильно я говорю? И я замечаю, что вы очень много с молодыми общаетесь. С нами, стариками-то, общаться смысла мало. Я вот смотрю, вы с детям хотите это дать. Бизнес тренинг өткізген кезде де мен шындығын айтамын. 99% бүкіл білімді мен орыс тілінен аламын, не ағылшын тілінен аламын, да? Вот мне на русском вести занятия, на русском преподавать 100 раз проще. Я, можно сказать, совершенство владею, потому что после 8 класса я уехал учиться, и до 8 класса я читал на казахском всю науку, теперь только на русском.
мне приходится переводить. А переводить научную литературу Очень это архи трудно. сложно. Да. Потому что находить те слова, которые были созвучны, да, по смыслу подходили, очень-очень сложно. Конечно. Почему я на казахском? Потому что на казахском практически нету Ну, конечно, ни нету, нейробиологии, ни психологии, ни по болезням, да. Поэтому я хочу, чтобы донести вот эту всю мировую науку, да, достижение мировой науки и техники, вот, донести до своего народа. Да. Поэтому вот я удивился, вот, что на казахском. Если бы я на русском делал бы, да, это мог быть 5 раз, 10 раз дороже. Конечно. И я бы 10 раз больше мог заработать. Там не в 10 больше. Как и на бизнес-тренинге, и вот то, что сделал. Но главное не деньги. На тот свет, я шутку говорю, дайте, говорю, ищите доставка грузов на тот свет. Оказывается, вот такой компании нет в мире. На тот груз ничего не доставляет. Поэтому зачем это все деньги, зачем золото, зачем это коттеджи, если на тот свет ничего не унесешь, да? Конечно. Что останется? Твое доброе имя. Да. Я хочу, чтобы мои родители, хотя они уже покойные, гордились, да, мы вырастили такого сына. Конечно. Я хочу, чтобы мои дети гордились. У нас такой отец, что он сделал столько добра людям. Вы несете добро людям. Спасибо. Да, это самое главное. Ладно, здесь самохвальба. Нет, ну это, вы знаете, просто хочется же высказать, да? У вас какая проблема? Потому что у меня проблема была такая, что у меня был инсульт. Очень тяжелый был. Я ни кушать не могла, ни пить не могла. И, значит, я Сколько пошла... лет назад? Нет, это было 2 месяца назад. 2 месяца, да. ага. Вот скорость, с которой я у вас тут лечусь, вы знаете, это вообще что-то странное. Да. Ага. Я когда к вам пришла, вот здешние люди все видели, как я не шла, я ползла. У вас тут еще, знаете, когда встала вот так снизу, думаю, в жизни никогда не поднимусь. Ну, у вас же тут везде лестницы, да? Я с таким ужасом, но у вас тут такие замечательные, добрые люди, они вот так вот все помогают. Ага. А когда на речку пришли, я думаю, ну нет, я не смогу просто спуститься к этой воде. Угу. Ага. Но тем не менее, вы знаете, вот эта холодная вода. А, вы сказали, Нургуль побежала это ведро, да? Да, она побежала, мы уже дошли, она побежала за ведром, и заодно меня, да, чтобы облить меня. Я с ней пошла, я пожалела, что я не взяла палки, дома я оставила палки, потому что я еле шла, я на нее вот так навалилась, она меня волокла, такую тяжелую тушу. Я еле-еле, долго я шла, как она меня так терпеливо ждала, тащила меня вот до этого места купания. Мне показался этот путь очень длинный, потому что нога болела невыносимо, правая и левая тоже болела, но терпимо, а правая была невозможно. Вот сегодня 3-й день, вот эта вот река, вот эти вот люди очень добрые, очень, все абсолютно здесь люди добрые, отзывчивые, настолько, что они свое время, знаете, не считают, лишь бы нам помочь. Ага. Вот даже я первый день, когда пришла, я не могла даже погрузиться в воду. Мне вот Нургуль помогла даже. Она побежала за ведром. Это знаете, как далеко. Принесла ведро, стала меня поливать, потому что она думала, я не смогу погрузиться. Но я сделала героическое усилие, потому что я видела, как она хочет мне помочь. И мне хотелось помочь ей в том, чтобы она поняла, что я сама хочу этого, потому что она думала, что я не смогу. Она старалась меня так убедить, и я, чтобы ей стало приятно, я погрузилась в эту воду. Но вот теперь я иду, и вы знаете, вот этот путь, который мне показался таким длинным, этот путь мне показался уже не длинным, да. И вот я иду, вот нормально иду. Вот единственное, у меня правая, конечно, которая сильно болела, она меня беспокоит, но это уже не сравнить. Она намного больше болит, чем моя та левая. Ага. Все прекрасно. Люди, это единственный путь, я вам скажу, я все попробовала. Я где только не была, чтобы вылечить свою ногу. Ага, прекрасная, ледяная вода, но она лечит. Господь Бог, Аллах нам дает. И вот эти прекрасные люди, которые все, кстати, в Бога верят. Вот девочка наша, Роза. Роза моя тезка. Тезка. Да. Она вообще молодец. Она меня, вот знаете, у нее же времени нету столько народу. Она со мной возилась вот так вот за руку меня затащит. Рядом стоит, чтобы я не упала, а я была готова упасть. Меня вся сила моя воли. Вы знаете, у меня вот так ноги дрожали и во все стороны разъезжались, а там земля еще мокрая. Тем не менее, все прекрасно. Вы знаете, это вода холодная. Я думала, мои больные колени вообще сдохнут, честно говоря. У вас еще колени проблемы, да? У меня вообще правая нога, левая у меня вообще не работала, когда я к вам пришла. Я вот на ваше колесо залазила. Да, стыдно сказать, наверное, минут 7 я заползала на него. Вот сегодня вы бы видели, как я на него залезла. Я всего сегодня 4-й или 5-й день? 5-й день я сегодня. 6-й день. 6-й день. Да, завтра я уже отправляюсь, но я хочу остаться еще.
И вы знаете, что меня поразило? Ну, с такой скоростью ведь не бывает лечения. Ага. Я ведь 2 месяца назад инсульт получила, и меня на тележке возили, домой меня на тележке привезли, на каталке. Это вот чудо природы. Да, вы знаете, вот когда я уже, знаете, как-то интуитивно поняла, что мне только надо к вам идти. У меня женщина знакомая, она говорит, она только приехала. Ага. Она здесь побывала, да? Да, она, и понимаете, она не могла понять суть вашего лечения. Она мне ничего этого не объясняла. Она мне просто сказала, Езжай. нет, она говорит, я похудела. Я, говорит, похудела, говорит, так хорошо. Для меня это было главное. Я говорю, все. Я говорю, если я похудею, будет легче моим коленям. Ну, Ага. чисто вот так вот. Как Интуитивно, да? да, я говорю, будет легче. Там она говорит, там голодание. Ну, я тоже грамотный человек. И про Брега я все много очень читала. И думаю, мне вот голодание и надо, потому что я вижу, печень у меня уже, я же чувствую, Да. все это. Мне уже Нагрузка, да? дали целую петицию, что я вообще бракованная. Ага. Там и печенка, почки, поджелудочная. Ну, как у всех у нас, пожилых, набор всех болезней. Ага. Ну, и она говорит, голодание. Ну, думаю, раз голодание, там я вылечусь. Ага. Она говорит, там в холодную воду залазят. А у нее самой нога больная, она с костылем ходит. Ага. Ага. Я просто отрицаю этот костыль. Я думаю, если я возьму костыль, я уже все конченый человек. Я говорю, я поеду. Она говорит, мне легче стало. Она живет на 2-м этаже. Она говорит, ты знаешь, мне, говорит, не больно стало ходить на 2-й этаж. Я говорю, так у тебя еще и нога меньше стала болеть. Все. А мне говорит, да там все на казахском. Она говорит, все на казахском говорят. Как вы будете? Вы же совсем не знаете. Я говорю, ничего, есть язык чувств. Да? Есть такой, даже вот кошка на нее посмотришь, и она раз тебя понимает. Да. А мы же люди, я говорю, Да. мы все равно поймем. И там мое поколение, взрослые люди, да, я думала, ну все равно же пожилых больше, Да. думаю, все же больные. Я говорю, моего поколения люди в Союзе выросли, они все должны хоть немножко говорить по-русски, значит, я не буду там одинокая совершенно. Ну, вам, я смотрю, помогали немножко, переводили, там, да? Ну, конечно, везде же добрые люди, Ага. везде. Рядом кто сидит, я надоедаю, вас же все внимательно слушают, и мне неудобно сказать, переведите мне, да? Но когда мне сильно интересно, я говорю, 3 Чё слова там? переведи, я говорю, 3 слова хоть скажи. Я, конечно, жалею, что я казахский не изучала, но дело в том, что в той среде, где я живу и работаю, все русские, понимаете? Где вы Мне- работаете? Кем вы самый? У меня вообще гостиница, такси. А. Вот, ну, хоть я сижу сейчас, я же в Востока стала бегать, ага, я все равно веду бизнес. Это же все как. Сейчас Ну, же телефон, все. Молодцу. Ага, веду, могу. Бизнес-вумен, да? Могу у вас тут жить. Хоть год, извините. Супер. Міне ауылдастың ауызы сасық дейді. Көп айтады, ой, ана мынау немен шатып жүр, анау мынау деп келіп кетіп қалатын адамдар бар. Мына кісі түк білмесе де, мысалы да, жүрегімен түсініп, санасымен түсініп, осыны қазір бірге бір жасап жатыр. В разы легче стало, да? Да вы что, я уже почти нормальная, мне надо еще. Я Супер. знаю. Я знаю, что мне надо еще 7,7. Я буду вообще вот как Роза буду. Стройная. Это, конечно, наглость с моей стороны, но я посмотрела, я уже на 5 килограмм похудела. Да, супер. Вы знаете, этого же очень тяжело добиться. Я где только не была. Ага. Я от Индии везде я была. Просто по здоровью, Да, да? но я была здоровая, но я ездила, во-первых, из природного любопытства, раз, а во-вторых, у меня всегда лишний вес был, проблема. Ага. И вот так, чтобы вес спадал, там не такие, там, знаете, 4 массажиста делают массаж в Индии. 2 стоят, 2 делают. И тем не менее, вот таких результатов, как у вас, нету. Но вот сейчас вы, конечно, на пике всех этих проблем, потому что вы медитация, все вы поймали то, что надо. Медитация, голодание, йога, да? У вас, вы действительно Психология, очень, гипнотерапия. да, это, вы далеко ушли выше всех наших вот этих товарищей, которые занимаются Спасибо, этой темой. Спасибо. А что пили вам? Вам предложили кобылье молоко, верблюжье молоко или смузи? Я попробовала кобылье, но мне понравилось больше кумыс. Верблюжье молоко. Да, мне сказали, пейте верблюжье, будет лучше. Но мне почему-то кумыс ближе. Кобылье больше понравилось, да, кобылье. И я пью вот это для диабетиков. У вас есть для диабетиков тоже. Смузи именно сделано для диабетиков, без сахара. Есть, которые для нормальных людей. Сахар, ну не сахаром, сладкие фрукты там есть. Ага. Чистые Всё продумано, фрукты, ничего, всё мы ни продумано. капельку воды ничего не добавляем. Да я же вижу, Это прям да. чисто
чисто, натурально и на глазах все делаем мы. И поэтому и кушать неохота, потому что фрукты, они сами по себе калорийные же. Да? Клетчатка, да. Да, кушать совершенно неохота. Так что не Сельдерей, бойтесь. всяких Да, зелени сельдерей добавляем, чувствуется, очень хорошо чувствуется. Я дома делаю, поэтому меня не обманешь ничем. Прекрасно, замечательно. Замечательное заведение. А сейчас диабет косит всех подряд. Так что вы прям вот на пике всех вот этих наших болячек. В общем, Вам надо на русском языке обязательно. Я обязательно сейчас вот это Обязательно. вот поставлю, потому что я, честно говоря, вот противник делить на нации, Да, конечно, на эти как расу, там, да. Вот. Нас великий Абай говорил, адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп. Он говорит, люби всех на планете, всех людей, Да, как да. будто они твои родные братья. Все правильно. Да, вот мы должны любить не только людей, мы должны любить природу. Я вот вчера говорил, я против зоопарка. Я тоже против. Зоопарк, Я говорю, никогда не хожу в них. я говорю, зачем эту Несчастные бедную, животные несчастную, сидят, вот этого смотрят с беркута, такой да, тоской, да. несчастного, Да, вот да, этого слоненка туда, волка туда. Что он тебе сделал? Да, да, Зачем это? Даже если сознательный человек, он не должен делать зло ни людям, Да, ни животному миру, Да, ни да, да. природе, ни себе. да. А мы же губим себя. Да. Пьем, курим, сладкое кушаем. Да, непонятно Да, даже, вот почему так. в таком состоянии люди. Пойдем рыбачим, не знаю, птиц стреляем. Извините, Зачем это? вчера я пошла на речку, да, Да? там 4 семьи, 4 джипа стоит, я не знаю, они там так насорили, вы знаете, они вчера котел поставили, там бешбармак варили, тесто катали, ну хорошо, хорошо. Кстати, они были не казачьи, по-моему, чечены, вот так я посмотрела. И я вот так нагадили, на да? них посмотрела, они в 4 местах сидели, вы знаете, такой той они сделали. Я специально утром пошла, бутылки полиэтиленовые, пакеты, кучами валяются. Ну зачем, почему, как так можно? Вы на машинах взяли бы в пакет, положили, ну Конечно. как так можно? Только одним днем жить? Мы не ценим природу. Да, Вот наши предки, да, вот когда вот казахи кочевали, там последний уголь, все убирали да. и говорили, воду не плюй, там Да, 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 все да. это Ну как вот, зеницу да. ока хранили. А мы сейчас говорим, это что они гоним. были неграмотными, да? Да. А мы сейчас грамотные, и вот это творится. А тогда же не было вот этого полиэтилена, вот этих бутылок, а сейчас... Не было поликлиник, не Да. было уколов, не было таблеток, да, не да. было хирургов. И были Ну, батыры, были Да, батыры. и люди жили, выживали, да? Да. Поэтому надо, вот предки, что нам оставили, вот это вот знание, Надо это сохранить. надо сохранять Надо и сохранить. передавать будущему поколению. Вы знаете, я кореянка, да? Ага. Но у меня так душа болит, что вот эти там наши отдают за границу наши там горы, надо же с этим бороться. Это должны казахи делать, ребята, это надо за это бороться. Ну как это так? Вот у кого нету, вот, японцы, корейцы, там, да, вот живут на этом клочке земли, они знают цену, да, а у нас его вот столько много, мы его не Ребята, ценим. нельзя молчать, надо бороться. Все, огромное вам спасибо. Вам- Дай Бог вам. вам здоровья. Дай Чтобы вам вы- тоже здоровья. У вас доброе сердце, добрые глаза. Я вижу, что вы очень добрый человек. Дай Бог вам это все откликнется. Долгих лет жизни, здоровой Спасибо вам, жизни. спасибо. Не важно, сколько ты живешь, а важно, как ты эту жизнь проживешь. Да? Да. Если вы больные, если вы страдаете, это вот обузой быть кому-то, да? Нет, я не хочу. Поэтому нужно верить самому себе Да. и работать над собой. Вера – это что-то Да. страшное. Вы Да. знаете, вера – это такая вещь могучая. Да, Я да. просто, у меня нет мало времени, я бы вам доказательства давала, что такое вера. Вот я это вижу, да? Да. 99% людей, которые пришли, которые поверили Да. в свои силы, в природу, Да. вот Они это все чудодейственное, вылечатся. они все вылечатся, все да. вылечатся, все выздоравливают. Міне құрметті ағайын, сондықтан Роза әпкемізге денсаулық тілеп қойыңыздар. Шындығында да Казахстан был, как бы ни говорили, колыбелью, да, для всех народов. Наши предки делились последним куском хлеба. Есть фильм, да, когда корейцев сюда свезли. Это спасибо, что в Казахстан свезли. Да. Вы знаете, если бы куда-то бы отвезли в другое место, я не уверена, что Хотя мы вот сами так сейчас там, рядом бы сидели. Да, кусок хлеба, да, Да. делили. У самого было жить негде, да, вот делились Да. последним куском хлеба, добротой. Всевышний это видит, поэтому у нас такая земля, да. Сондықтан осы елде тұрған адамды ешкімге бөлмей, мынау дұңған, анау ұйғыр, анау өзбек, анау күрд, мынау кәріс, мынау орыс деп, егер береке бірлікте өмір сүрсек, жер жетеді, земли всем хватит. Береке бірлікте болайық, деніміз сау болсын, өмір жасымыз ұзақ болсын. Ол үшін
бір-бірімізге көмектесіп, бір-бірімізге мейірімді болайық. Дайте мира всем, Да. долгих лет жизни. Да. Спасибо. Вам спасибо.